Ну что, друзья, мы спешим вас порадовать тем, что у нас праздник все еще продолжается, и сегодня у нас в гостях молодой и талантливый певец, участник телешоу проекта «Голос», и при всем при этом креативный блогер. О, да. Популярный, между прочим, на сегодняшний день. А также таджик, у которого есть американская жена. Ну вот, этим уже кажется все. Это мы. Уже никакой интриги. Ну что, Даниил Рустамов у нас в гостях сегодня. Добро пожаловать. Да, не один, а со своей супругой. Кстати. Красавицей. Давайте представим ее. Даниил. Да, вот моя прекрасная жена, Промис. Say hi to the audience. Hello, everyone. Всем приветствую. Вот, классно, круто. Владение таджикским языком просто потрясающе. Я хочу отметить, потому что вот, наверное, я больше хочу отметить, что вот половина Таджикистана, наверное, подсел сейчас на ваш блог. Half of Tajikistan is now watching your blog, and your Tajik is so good. Oh my goodness, thank you, Rahmat. Да, это спасибо правда, большое. это правда. Я, по-моему, даже и то хуже знаю таджикский язык, и вот за такое короткое время вы научились Андрей, говорить на да, него потрясающе. немножко вздохнул за эфиром. Yeah, he's saying how he knows Tajik not well, as you do. We're learning together. Да, мы, говорит, учимся вместе. Ага. Отлично, здорово, замечательно. Как дела, как настроение, в принципе, у вас? Хочется спросить. How is your day? How is your mood? Wow, so good. So I'm an English teacher, and I'm so excited. I get to work with a lot of little kids, so first grade until fourth grade. Да, она говорит, что все хорошо, день прекрасный. Я вот устроилась преподавательницей начальных классов. Преподаю английский язык, говорит, да. Здорово, здорово, замечательно. Yeah. Классно, здорово. То есть, получается, в Таджикистане вы остаетесь надолго, как я понимаю. So he's saying that, so it looks like you're going to stay for a long time in Tajikistan. Forever. Она говорит, навечно, навечно. You captured my heart, Да, говорит, Tajikistan. Таджикистан, говорит, украл мое сердце. Ну что, а Это вообще я украл твое сердце, между прочим. My husband captured my heart. классно. А вот что касается творчества непосредственно, давайте об этом поговорим. Насколько легко или нелегко вам вместе? Потому что творческим людям, конечно, когда они оба, скажем так, на одной волне, это одно дело. А когда жена вот педагог, а вы творческая личность. Можно ближе к микрофону? Yeah, she's saying that how is the creativity part going in your area? Your wife works in the school and like. Yeah. Ну, у нас сейчас, как видите, творчество идет вот благодаря жене, потому что весь Таджикистан теперь как бы смотрит наш блог вместе, да, совместный, поэтому и я думаю, что это очень хорошая возможность хайпануть на своей жене. Уже без каких-либо тайн, да. Да. Ну и, конечно, какие-то креативные моменты, мы все это как бы на ходу, это как бы вот просто обычная жизнь, и у нас в голове какая-то идея, вот, и мы такие, слушай, я спрашиваю тебя жену, ну, как тебе такая идея? Он такой, да, давай сделаем, типа, вот, так же было и про гимн Таджикистана. Круто. Да, я вот тоже последнее действительно видео наткнулся, это был действительно гимн Таджикистана. Мне понравились вот эти вот латинскими буквами, написано все было, буквально расписано каждое слово. Вот, кстати, в креативности мы убедились, друзья, сами за кадром. Это на да. ходу все делается, оказывается. Никакой постановочной, скажем так, сцены. Все вот на ходу. Все на ходу. И теперь мы тоже в этом блоге будем, я чувствую, совсем скоро появимся уже. Так, ну а мне все-таки интересно мнение вашей супруги. Вот она же понимает, что ее используют. He's saying that I just want to know the opinion of your wife. She's being used, kind of. No, we're a team. We have a lot of fun together. We both create ideas, and then he's the videographer, I'm the actor. Sometimes I'm the videographer, he's the actor. But it's fun together. Моя жена говорит, что нет, говорит, мы, говорит, одна команда, мы муж и жена, поэтому мы все делаем вместе. Никакой эксплуатации труда, да? Да, все ради друг друга, говорит. Мой муж снимает это все, монтирует, это тоже очень занимает много времени, а я как типа актриса. Классно, круто. А с чего начиналось-то все? Давайте немножко затронем историю. Oh my goodness. Well, I was going to America to visit family, and I wanted to bring hats to my uncles, but I picked a different hat than I intended. So my husband thought it was funny and took a video, and it went viral. So. Да, она говорит, что
Я должна была путешествовать, поехать домой в Америку, и я как раз покупала подарки, и случайно перепутала и купила эти не национальные шапочки, а как бы религиозные, мусульманские. Вот. И вот, говорит, мой муж снял видос и просто так ради прикола выложил, и это просто разлетелось. Кстати, я тоже наткнулся на это видео, да. Я его видел. И вот что самое интересное, мне кажется, это видео попадает в рекомендации всех семейных людей, вот честное слово. Потому что и моя супруга уже его видела, я уже его видел. Да, ну круто, молодцы, ребята. All these videos are being recommended on Instagram only in the people who have families, you know. So my wife has seen it, me, and everybody. Yeah. Ребят, как произошло знакомство ваше? Вот расскажите, пожалуйста, каким образом вот два вот этих вот человека, как воссоединились-то? Расскажите. С чего начиналось-то, да? Yeah, they're like, how did you guys meet? Ooh, good question. So Daniel's sister, Farangis, she's one of my best friends in the US, so she connected us a few years ago, and we dated long distance. Она говорит, что сестренка Даниэля, да, это моя лучшая подруга, она живет в Штатах, и вот она нас сконнектила. Ну, да. You can tell. Да, нас познакомила моя сестренка Фарангис, которая живет, да, в Штатах, работает, как бы учится, вот. Вот, да. Ну, вообще как-то... Но как это начиналось? Это было так, что я видел сон как-то раз, что как-то с детства мои сны, они как-то сбываются, и вот, я видел сон, что я где-то в Америке, вот, и со мной сидит рядом какая-то девочка, вот. Я понимаю, что это моя жена. Я во сне знакомлю ее с какими-то людьми в этом сне, и как бы говорю, что это моя жена, знакомьтесь, типа. И потом проспать с такой уверенностью, что моя жена будет из Америки. Вот, я звоню сестренке и говорю, сестренка, слушай, ты же знаешь, что мои сны сбываются, да? Она такая, да, а чё? Я говорю, слушай, вот я видел сон, что моя жена будет вообще из Америки, не знаю как, когда, где, что, но будет. Такая, ну ладно. Потом там через 3 месяца она, ну, как бы она знала ее, вот, и, ну, так, заочно. Потом они еще ближе знакомятся, и она мне пишет, говорит, Дэнни, я нашел тебе жену. И вот так мы как-то законнектились, да. Но все произошло по нашим традициям, как правило. Но тут родители, конечно, находят жену, но тут тоже родственники принимали участие. Да. He's saying that, yeah, usually the parents find the wife, but your sister got the role, you know. Yeah. Да, моя сестренка, она прям умница, прям то самое нашла мне. Хорошо, ладно. Вот так вот, друзья, родственные связи создаются. Ну что, мы, друзья, поговорим обязательно и про, конечно же, про творчество нашего замечательного сегодняшнего гостя. Да, во-первых, про Даниэля расскажет нам обязательно совсем скоро про шоу «Голос», как все это происходило. Да, друзья, третья смена с вами. Андрей Соколов, Мазун Мирзоева, конечно же, и наш замечательный гости. Это, друзья, Даниэль Рустамов, певец, музыкант, ну и его замечательная супруга Промис. Привет Хаммонд, еще. уважаемые друзья. Ну что, вот сначала, мне кажется, каждый думал о том, что Промис и Даниэль это, наверное, творческий какой-то псевдоним, но никак не имя. А вот тут выясняются подробности, поэтому нам бы было интересно еще раз поподробнее услышать вот эту историю. Историю имени, да? Да, конечно. Can you tell the story of your name? Yeah. So my mom grew up with a big family, and Да, она говорит, что у моей мамы была очень такая большая семья. And she helped raise 6 little boys, 6 brothers. So when she was 16, she asked God to please have a little girl when she was older. Да. Я все понял. Да, и у них было как бы 6 детей, да, и когда она вышла замуж, она, ну, как бы просила Бога, чтобы, ну, как бы у нее была дочь. So she was 16 when she asked, and God said, yes, I will give you a little girl if you promise to name her Promise. Да, и как-то она получила слово, что вот, ну, как от Бога, что вот если я дам тебе дочь, то ты как бы назовешь ее как бы Promise, как бы, да, обещание, обетование. So my mom waited 16 years, and I was born the day before her birthday.
And I was her promise come true, her promise from God. Да, она, когда ей было 16 лет, она как бы это очень как бы хотела как бы детей, но потом по истечению времени как бы прошло 16 лет, как она как бы помолилась, да, вот это слово. Да, и как бы родилась за день до ее как бы дня рождения. Да, дня рождения, да, мамы. So I was the first girl of my mom's family, and I actually have an older brother. So they thought he was a girl, but no, it's a boy. Ну да, до него как бы, то есть до нее там как бы родился ее брат. Да, они подумали, что это будет девочка, но был сначала сын, а потом... Ну, замечательно. Да. Замечательно. Ну что, да, это самое важное. Ну, а теперь немного о творческом пути. Хотелось бы, Даниэль, узнать о вашем творческом пути. Вообще, в принципе, как вы пришли к музыку? Каким образом все это произошло? Ну, к музыке я пришел через маму, вообще-то, как бы в первую очередь. Вот. Она там как бы пела песни всегда на кухне, там как-то... Вот. Ну и, конечно, все мое детство, это все как бы проходило в церковной как бы атмосфере, там это все вот, и там хор, там как бы вот песенки разные пели, вот. И там уже как бы любовь к музыке, и дальше как бы я это развивал, в школе участвовали там в разных этих русских народных фестивалях. Вот, так потом это все вот пошло, переехал в Москву, дальше там уже, как вы знаете, все эти проекты. Ну, проект «Голос», конечно, хотелось бы узнать. Каким образом туда попали? Проект «Голос» было очень трудно попасть, потому что я 3 года подряд пытался сюда попасть, ходил на кастинг, и мне как бы отказывали, но прям в 3-й раз мне как-то вот очень сильно повезло, они меня выбрали, и вот так дальше я уже как бы дальше пошел на... Да. Топовый проект. А кто вас мотивировал, вдохновлял и поддерживал все это время? То есть не сдаться ни с первого раза, ни со второго, и все-таки дойти вот до конечной точки, скажем так. Ну, в тот момент у меня был такой момент разочарования. Вот, как бы не было особо, кто мог бы тебя поддержать, как бы обычно поддерживает мама, там, папа, да, как бы, вот. Они вот поддерживали, ну, а так, типа, вот, сам себя, как бы поддерживал и просто не забывал, кто я вообще есть, какой у меня есть дар, талант, то есть, если кто-то сказал тебе нет, то есть, значит, там какая-то еще дверь будет, как бы, открыта, поэтому, да. Ну, ясно. Да, в целом такая тема. А какую композицию вы там исполняли? С какой песней вы туда попали? Да, там было несколько вариантов, песни, которые я бы смог спеть, но они выбрали песню почему-то Бруно Марса «Versace on the Floor». Вот, и с этой песней я как бы выступил. Вот, и там, да, и получил там голос от Басты, от Шнурова и от Ани Лорак. И дальше уже выбрал Ани Лорак. Ага. Ну, замечательно. В любом случае, проект дал какие-то, не знаю, толчки в карьере вашей музыкальной? Или же как-то так и осталось на том же уровне? Ну, как сказать... Да, всегда вечно, когда... Просто всегда же вот хочется узнать, вот глобальный проект, большой проект, но вот дает ли что-то он или нет? Ну, знаете как, может быть, если я был бы из России и как бы из Москвы, да, там как бы много артистов, как бы исполнителей, которые там бывали в этих проектах, а потом как бы... Исчезали просто, да. Вот, но для меня как бы не было целью, что вот прям, вот надо прям этот, да, как бы... чтобы дальше как-то вот этот голос, это типа такая точка, что все, ты уже звезда. Нет, такого никогда не было и не будет. Для меня важно было, чтобы как бы представить Таджикистан, да, и как бы про страну, и как бы чтобы знали, что есть много талантливых парней из Таджикистана, как бы и девочек, которые классно поют, вот. Для меня было важно вот именно представить Таджикистан. И я это сделал, вот. Но почему-то всегда после этих моментов я всегда упускал вот именно свой момент, чтобы дальше двигаться. То есть у меня всегда были какие-то застои, вот. Вот, но...
Но преодолели. застой это хорошо, или они дают какое-то понимание того, куда нужно двигаться дальше? Или же застой это всегда в любом случае плохо? Вообще-то это иногда плохо, иногда хорошо, потому что у меня были там какие-то свои внутренние терзания. Да, терзания, конфликты, как бы заниматься ли этим дальше или нет, потому что мои как бы принципы, убеждения, вера как бы говорили, что, ну, как бы вот внутренне, что надо как бы фокус немножко направить в другую сторону, они как бы, они на себя, то есть на семью, да, на семью, на создателя, на вот что-то вот вечное, а не на то, что вот именно, потому что был момент, когда я, как-то раз ночью молился, типа говорю, вот Бог, вот ты дал мне такой талант, что мне с этим делать, ты, вот, как бы нету ничего, все стоит там. Я как в сердце почувствовал, что Дэнни, почему ты хочешь променять мой какой-то драгоценный алмаз на дешевую монету как популярность? Я тебе могу дать эту популярность вот просто вот за день, если я посчитаю это нужным, вот. Поэтому после этого я такой думаю, я не буду бегать за этой как бы... Мнимой популярностью. Да, я буду что-то делать вечное, вот, но буду медленно двигаться, но это будет иметь какой-то плод. Вообще, чтобы перебороть вот это состояние скуки, или не то чтобы скуки, наверное, скорее выгорания, многие артисты что делают? Может быть, меняют жанр или стиль исполнения композиций, или, может быть, вообще уходят на небольшой такой перерыв. А как у вас происходит? Вообще, вы меняли ли в какой-то определенный момент свой жанр, свой стиль, или все-таки предпочитаете какой-то определенный? Да, по поводу музыки, да, я еще пока как бы ищу свой жанр, я еще пока не нашел. И как бы артисты, и как бы люди искусства, они долго к этому идут, чтобы найти вот именно свое. Вот. Пока что я это ищу, но это никак не останавливало меня от того, чтобы делать музыку, как бы заниматься творчеством, быть в поиске, то есть, да, может быть и не было вот именно каких-то релизов, там, каких-то песенных, там, клипов, но я за эти годы стал очень крутым организатором музыкальных джемов в Москве, и наш джем, один из топовых джемов считается вообще в Москве, и очень много людей популярных, как бы топовых артистов знают про этот джем, и они приходят туда выступать. Кстати, знакомили с таджикской культурой вот на этих джемах? Вот, пока что нет, но вот я это хочу сделать, но если это делать, то это нам делать прям очень красиво, вот эти корна и вот это. Да. Но хочется сделать, да. Что, кстати говоря, супругу удивило, когда она впервые оказалась в Таджикистане? What got you very super excited and like you were in awe when you came to Tajikistan? Okay, my favorite thing about Tajikistan are the parks. I love nature, and everywhere you walk, there's like lights everywhere, there's trees, there's fountains. It's so beautiful. Да, она говорит, что первое, что я заметил, говорит, это парки и фонтаны, и как все ухожено, и эти цветы, говорит. Я просто очень люблю, говорит, природу, и это очень прям мне сильно нравится. Oh my gosh, there's flowers everywhere. И So цветы весной они были везде просто. Мне очень понравилось, когда вы отправились на рынок вдвоем, вы даже спросили, по-моему, что-то, и ваш супруг ответил еще на таджикском языке, так очень четко и ясно. Я вспоминаю вот этот именно эпизод, один из тех роликов, который мне вот попался недавно. They're saying how they saw you, us going to the market and then buy some stuff, and how she answered. Да. That was so much fun. Yeah. Да, мы поехали вместе с женой на рынок Саховат, где я раньше работал. Да. Я там одно время, когда еще был в школе, у нас были трудные как бы времена, и я там таскала рубашку, да, то есть это было давным-давно, вот. Но вот я ей показал, откуда все начиналось, весь движ. Да, какие были впечатления? Yeah, they're saying, what was your like impression or like when you were in the market, like when you were driving that thing? Oh my goodness.
I love seeing the beautiful fruits and vegetables, and everyone is so kind. So just interacting with the local people and riding the cart. My husband was pushing me. Адам говорит, что да, это эти разноцветные как бы овощи, как бы это зелень, вот это, и фрукты, говорит, и вообще в целом взаимоотношения с людьми на рынке, это было так, говорит, интересно. Ну и, конечно, мы когда это... Когда мой муж, говорит, толкал рубашку, я когда сидел, говорит, это было очень, говорит, увлекательно. Какая есть песня любимая на таджикском языке, которую, может быть, даже вы можете даже спеть сейчас? Мое или ее? Нет, ваше. Как вы знаете, я недавно спел песню «Ситор Райман». Да, я знаю. Я на это намекаю. Да, эта песня сейчас много людей снимает там видосы. Пожалуйста, дальше снимайте сторизы под эту музыку. И она в ближайшее время, она уже выйдет. Вот. Так. Надо подготовиться, да, как я понимаю? Сейчас я буквально... На самом деле, действительно, песня разлетелась просто огромным таким вот тиражом. Многие сейчас скроллят ленту, слушают ее повторно. Я лично даже сохранил себе, по-моему, в телефоне. И частенько иногда, нет, даже и послушиваю. Ну что, готовы? Да. شب ندیدم تو را ستاره من شعله‌ور در هوا ستاره من در حسابی ستاره های فضا در حسابی ستاره های فضا به تو کردم خطا ستاره من به تو کردم خطا ستاره من سحر آمد برا ستاره من سحر آمد برا ستاره من سحری پر صفا ستاره من سحری پر صفا ستاره من. Эх, отлично. Здорово, замечательно. Я, честно говоря, когда приходят к нам гости и начинают срывать наши микрофоны, я лично не жалею наши микрофоны, да и ладно, так им и надо. Пускай ломаются. Пускай талантливо ломаются. Да. Но вообще был такой интересный вопрос. Очень чувствительный вопрос. микрофон у вас, значит, надо было подальше себя. Вот так. Нет, все нормально. Все нормально. Все хорошо, все отлично. А у меня вопрос вот к Промис. Иногда надоедает все-таки голос любимого или все-таки можно слушать постоянно? She's saying, does your husband sing often? Do you get like annoyed when he sings? Never. I love his voice. Yeah. Нет, А если честно? мне, говорит, нравится его голос. Can you be like, can you please be genuine? Tell the truth. Honestly, yeah, I'm telling him, sing more, please, sing more. He's like, honey, come on. Let me rest. То есть у вас наоборот даже, да? Надоедает Даниэлю петь, а вы давай, продолжай, да? Да, она говорит, что как ей нравится слушать меня, и как она говорит, что пой больше, пой еще. Это круто. Вообще, кто сейчас является таким вот музыкальным критиком с вашей стороны? Ну, у вас кто является критиком? Супруга ли, кто-то из родственников, кто слушает ваши произведения, кто вот сразу начинает вам говорить? И продюсер, вот и критик, и все в одном. Фальшивил. Ну, не знаю, но, скорее всего, слушатели. Вот, жена всегда поддерживает, вот, я, скорее всего, более так критично отношусь к ее пению, потому что у нее есть потенциал. Да, мы, кстати, слышали, отлично, просто голос фантастический, мы действительно... They're saying how, who is more, like, critical, like, who critiques your, like, singing and everything. I'm like, yeah, the audience, but I'm kind of more critical of her singing. Yeah, he's like the judge on The Voice. He judges everyone. Она говорит, что он как судья в голосе. Он сидит и судит меня. He rarely gives the
golden Да, она button. говорит, он вообще не нажимает на красную кнопку. Ну вот насчет творчества выяснили, а вот теперь давайте поговорим немножко о блоге, как раз-таки вернемся к этой теме. Очень часто, в силу того, что, может быть, у меня такая работа, я привыкла заходить в комментарии и читать, что там пишут. Хейт. Да, вот, и вижу иногда очень злобные комментарии, и как вам удается ответить максимально спокойно, скажем так, с добрым посылом, без всякой агрессии, и при этом, наверное, и самим не нервничать. I was saying that we saw most of your videos, and as my job, I usually go and read the comments because I work on the... so long. Yeah, and she's saying that we saw many like hateful comments. How do you respond to those comments, and how do you manage to not get like frustrated and everything? Yeah, good question. Do you wanna answer? So personally, when I read through the comments, and some people, I know that if it's like very rude. Да, она говорит, когда мы выкладываем видосы, я когда читаю комментарии, и когда там прям такие какие-то гневные комменты, I don't take it personally because I know that they're going through something bad, like they have pain or sorrow or anger that they're working through. да, она говорит, что я это близко вообще не воспринимаю, я понимаю, что, скорее всего, у человека какая-то боль, какая-то злоба, и да, и что, может быть, они проходят через какое-то трудное время. Yeah, so instead of being angry at them, I just go and I actually pray for them and just ask that God gives them peace and heals their heart from the anger and sorrow. Она говорит, что вместо того, чтобы как бы злиться на них, я просто молюсь на них, чтобы Бог дал им вообще мир в сердце. Yeah. Ну что, ребят, следующий тогда вопрос. Даниэль, какие планы творческие сейчас, на данный момент, здесь, в Душанбе, в Таджикистане в целом? Да, так как я переехал вообще в Таджикистан, вот, творческие планы у меня такие, что периодически буду ездить в Москву и обратно, чтобы делать свой музыкальный джем, но в основном я сейчас как бы буду заниматься с женой этим блогом, потому что я вообще не знал, что мне, чем тут мне заниматься. Тут так скучно все было, а тут раз все пошло просто на гору, поэтому я думаю, что мы будем дальше развивать наш с женой моей блог. И дальше, так как моя жена тоже очень хорошо поет, и я пою, вот, мы для вас готовим кое-что очень классное, совместное. Мы как бы не хотим, чтобы было слишком много контента. Мы как бы так... Постепенно. Да, постепенно, раз в 3 дня, 4 дня мы будем выкладывать. Многие пишут нам, даже сейчас, некоторые говорят, просят, чтобы ваша супруга поговорила еще на таджикском языке. Прям жаждут этого. They want you to speak in Tajik. Oh my goodness. Right now? Да, прямо сейчас. Just all the words that I know? Okay. Yeah. No, just say something. Promise? Promise. Wait. Nomi tuchi? My nome is Promis. Nomi man. Nome man. Oh my goodness. Bakshish. Nome man is Promis, huh? Tu chancellor? Vista hash? How do you say 26, huh? Vista shash. Vista shash. Okay, I'm learning. Bakshish. Медрам 2 года себе нарисовали, да. Bakshish. Tu dar khona چرا بسیارتر دوست می‌داری خوردن؟ Drinking? Okay. My favorite ones. Choice yo, choica boots. And the piola? And the piola. Ho. Chonik and the piola. Huh. Yeah. I don't know. A few random words, but I'm still learning. كان يقول ويرجو name some vegetables. يقول خلي No, سبزيجات. Come on, remember. Oh my goodness. Okay. We were doing this for the video, but I had to remember. Okay, pomodoro, huh? Да. Pomodoro. And is it pio? Pio. Oh my gosh. Pios, yes. Okay, what's the other one? That bod and the ring. Bordering.
He's like telling me as we go to the, Да. I'm like remembering. Да, Oh my goodness. да, я использую какие-то Ассоциации. да, как бы да, ассоциации, типа говорю, что dad bod, это типа вот как бы живот как бы отца, и как бы кольцо bod, ring. Вот ring. Yeah. Мне кажется, эту методику нужно обязательно Да. вводить Для в изучение Андрея английского языка. Для Андрея тоже хорошая подсказка сейчас была, потому что действительно О, он да. тоже в шоке. Я в шоке, да. Классно. Классно. Круто. Круто, ребят, молодцы. Ну что, друзья, вот так вот быстро, незаметно, на одном дыхании буквально пролетел время второй час пролетает. третьей смены. Очень Да. быстро. Но, тем не менее, мы спешим вам напомнить, что сегодня у нас в гостях талантливый молодой музыкант, певец, а также участник проекта «Голос», при всем при этом креативный блогер Даниэль Рустамов вместе со своей супругой Промис. Ну что, еще раз вам добрый вечер. Ну что, а сейчас хотелось бы узнать какую-нибудь интересную историю, которой, или, может быть, забавную историю, которой вы бы хотели поделиться. Неважно, из творчества, из жизни, что-нибудь еще такое. Да, может быть, душевное. произошедшее совсем недавно. Да. Yeah. They're saying we wanted to know if you can share a very interesting or funny like story that happened to you guys, maybe here or maybe like Oh, anywhere. good question. What do you want to talk about? Uh, Moscow or here? No, here. You tell a story. You're a good storyteller. Окей, надо вспомнить. Что было? What's something? Так. Can you remember? Идут воспоминания. Yeah. Загрузка. Так, Загрузка. надо вспомнить, что Oh было my такое. goodness. We have lots of funny stories. Да, у нас много историй. Надо If you just hang out with us, you'll have Ребят, funny хорошо, stories. как проходило тогда, у нас все-таки в Таджикистане очень много традиций, да? Очень много традиций. да. Как вот происходила ваша свадьба, возможно, здесь? Да, может, пару how слов. did our like wedding go? Oh my goodness. Да, традиции мы как бы решили, что будем делать как бы таджикские, там, в селе, там, вот. Ага. Мы сначала приехали туда, то есть я познакомил жену с моими, как бы, родственниками, с бабушками, там, вот, тетей, дядей, всеми, вот, и как бы одной из традиций, которые вот моя жена, она как бы вот выучила, это был поклон. Ага, да. Да, и Килин вот- Салом, да, у нас Да, называется? да, Килин Салом, который она как бы должна была выучить, вот, и еще танцы таджикские, которые она Ага. учила, да. Кстати, хорошо получалось, я видел. Да, Здорово. у нее такая предрасположенность к танцам, она очень любит танцы и очень круто двигается, да, вот. Да, Килин Салом и вообще походку, то есть вот эту свадебную, когда мы вместе, Ага. вот, мне приходилось ее немножко щипать, да, Ага. да, как бы щипнуть, чтобы она 3 раза делала поклон, да, чтобы она просто не прошла, а как бы останавливалась, чтобы, Ага. да. То есть Вот это был были- условный знак. Да. Ну и, конечно, что еще было такого? Вот. Ну, у нас не было таких традиций, что она там как-то должна хлеб печь или там еще Ага. какие-то. Ну, как бы этого не было. Хотя было бы интересно посмотреть. Контент был бы отличный. Вот. У нас есть в идее это сделать, но когда она будет посвободнее, мы когда поедем, кишлак там мы сделаем. Ну что, ребят, я хочу сказать, что времени у нас не остается. Вам огромнейшее спасибо, то, что сегодня были с нами, провели это время. Вам удачи во всех ваших начинаниях, и творческих, и нетворческих, во всех. Спасибо. Thank you so much. Спасибо вам И большое. плюс ко всему, наши слушатели тоже писали, отправляли сообщения о том, как вас любят, обожают, как следят за вашим контентом. Да, и тут даже есть пожелания. Yeah. Даниэль Промис недавно подписался на вас. Сначала, Daniel конечно, Promise. не понравилось, а потом, глядя на вас и ваши радостные моменты жизни, просто приятно стало. Желаю вам крепкого семейного счастья и не покидайте этот ритм, образ жизни. Любите друг друга и удачи вам. Спасибо большое. Вот такие вот, мне кажется, замечательные слова. Пожалуй, на этом и завершим. Ребят, спасибо, да, и, как говорится, добро пожаловать к нам. Всегда ждем в нашей замечательной студии. Да. Когда у вас будут интересные творческие планы, о чем захотите рассказать, приходите, Yeah. ждем с нетерпением. Окей. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ну что, Thank you so much. огромное вам спасибо.